Республика тем временем продолжает обсуждать знаковое избрание главы Коми лидером регионального отделения «Единой России». Что любопытно, и сторонники партии, и ее оппоненты едины во мнении, что «Единая Россия» с приходом Владимира Уйба должна измениться. Как изменится при этом республика? Все ответы у Геннадия Левицкого. Итак, в январе произошло событие, которое наряду с отставкой правительства республики стало важнейшим и во многом не менее значимым. Впервые в истории Коми правящую партию в регионе возглавил глава республики Владимир Уйба. К тому же партийные ячейки в 13 муниципалитетах из 20 возглавили руководители городов и районов. Список перед вами. Почему это стало событием? Потому что, как ни крути, а «Единая Россия» – партия правящая. И от того, кто ее возглавляет и как она работает, во многом зависит наша с вами жизнь. Ведь именно депутаты от «Единой России» имеют большинство в законодательных органах власти страны, от местных советов до Государственной Думы. Членами именно этой партии являются руководители десятков тысяч малых и больших предприятий, министерств и ведомств. То есть люди, определяющие социально-экономическое развитие нашей республики и всей страны. Лидером «Единой России» в Коми стал глава республики и мэры большинства городов и районов. Что нам с этого? Чего мы вправе ожидать? Во-первых, повышение ответственности руководителей и самой правящей партии. Они теперь имеют больше возможностей, а значит и спрос за результат выше. Во-вторых, мы вправе ожидать от власти большую эффективность работы, ведь теперь у нее не только свои властные, но и партийные ресурсы. К примеру, партия реализует 15 проектов, каждый из которых – это реальные объекты и стройки, от безопасных дорог до чистой воды. Выход на финансовые ресурсы этих проектов теперь короче. В-третьих, партия без общения с людьми, без знания ситуации на местах будущего не имеет. А значит, руководители должны знать, чего хотят люди, уметь с ними говорить и слышать людей, работать вместе. Далее. Для лоббирования, пробивания интересов республики появляется еще один инструмент – партийный. Грех им не воспользоваться. И еще. Партийная должность ко многому обязывает. За провалы в работе и безразличие к нуждам людей сейчас спрос будет по самой высокой мерке. Потому что сказаться это может, напомню, на рейтинге правящей партии, приоритетом которой является благополучие людей и достаток в российских семьях. Это не мои слова. Это цитата лидера «Единой России» Владимира Путина.